На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Новый штамм бушует в Абхазии. Врачи Сухумской инфекционной больницы предупреждают об агрессивном и тяжелом течении коронавируса. Как не остаться без света? В парламенте обсудили ситуацию в энергетике страны. Чтобы казна была полной, управлению казначейства Абхазии 5 лет. Инспекция по торговым точкам оказалась неожиданной для их владельцев. Каждый день количество заболевших COVID-19 становится больше. Новые штаммы вируса плохо поддаются классическому способу лечения коронавируса. Медики работают на износ. Наша съемочная группа в очередной раз побывала в Сухумской инфекционной больнице, где врачи ежеминутно борются за чью-то жизнь. Репортаж Симы Аргун. С утра в приемном отделении Сухумской инфекционной больницы много народу. Ежедневно сюда поступают пациенты с коронавирусом. Тяжелых укладывают, а тех, у кого болезнь протекает легче, принимают в приемном покое. При необходимости ставят капельницы или делают уколы. Для этого здесь выделили специальный кабинет. Ввиду того, что острая необходимость возникла в оказании помощи амбулаторным больным, им просто физически негде получить препараты, капельницы те же самые. Мы открыли на базе нашего приемного отделения несколько мест, выделили медсестру и проводим вот эти процедуры. С самого утра и каждый день Марина Гончарова сидит у приемного покоя. Ее супруг лежит в реанимации. Коронавирус у него обнаружили 15 июня. С тех пор состояние только ухудшается. Она приходит сюда узнать о состоянии мужа, так как в красной зоне здоровым находиться нельзя. У меня прививка есть, да, я привитая. А он собирался только сделать прививку, но не успел, заразился. Не знаю, где и как. Вроде в маске всегда ходил и соблюдали все. Не знаю. На сегодняшний день в стационаре проходят лечение 40 пациентов, из них 15 в тяжелом состоянии. Круглосуточно дежурят 2 врачей, днем находятся еще 2. Также зав. Отделением и главврач делают ежедневный обход. Больница обеспечена необходимыми медикаментами для их лечения. Постоянно ситуация меняется, количество меняется, кто-то выписывается, постоянная госпитализация идет. Наша больница рассчитана на 44 человека. Соответственно, вы можете представить, что почти полная. Эти 4 койки – это тоже, которые постоянно в ходу. Кто-то на выписку идет, кто-то, соответственно, новый госпитализируется. Из 40 человек ориентировочно примерно 15-16 человек – это в тяжелом состоянии, это относительно свежие больные, которые с поражением больших объемов легких. Количество заболевших ковидом с каждым днем увеличивается. Врачи отмечают, что течение болезни проходит тяжелее. Заведующий реанимационным отделением Сухумской инфекционной больницы Дамир Зантари отметил, что до нас дошли новые штаммы вируса, которые плохо поддаются лечению. Пациенты которые к нам поступают в последнее время, у них течение болезни более агрессивное, более тяжелое. У нас появились подозрения, что в Абхазии начали появляться новые штаммы. Это примерно было 1,5 месяца назад. Британский штамм у нас подтвердился однозначно. Также у нас подтвердились и индийские штаммы. Яна Зарандия, студентка Сухумского медицинского колледжа. Уже 2-й день она проходит практику в красной зоне больницы. 2 недели она и ее сокурсницы будут помогать врачам, которые работают на износ. Яна понимает, что работа здесь нелегкая и опасная. Тем не менее, пришла сюда предложить свою помощь. Мы занимаемся всем, чем можем, всем, чем, как говорится, помогаем, все, и убираем, если что-то надо, там можем поставить капельницы, уколы, все, что можно, все, что необходимо, каждая, любая, абсолютно помощь. Даже элементарно то, что вынести мусор, подать воду больному, вот это все досконально начинаем, все делаем абсолютно. Население немного с опаской относится к вакцинированию. У каждого на то свои причины. Но медики убеждены, что улучшение эпидситуации не наступит, пока мы все не будем прививаться и соблюдать меры предосторожности. А есть ли необходимость в проведении теста антител?
Ну, наверное, это должен как-то решать человек для себя сам, потому что это не является противопоказанием для вакцинирования. Даже с антителами, с любым из титров можно вакцинироваться, однозначно ничего плохого с пациентом не будет. Врачи с сожалением говорят, что в последнее время увеличилось и количество зараженных детей. Медики в очередной раз убедительно просят не нарушать санитарные предписания. Ношение масок, мытье рук и соблюдение дистанции – по-прежнему основные меры безопасности. Сима Аргун, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Ситуация с коронавирусом в Сухуме обсуждалась и на встрече главы администрации города Сухум Беслана Эшба с главврачами столичных больниц и поликлиник. Смотрите материал пресс-службы городской администрации. Беслан Эшба интересовался готовностью сухумских медучреждений к приему граждан и их онлайн-консультации в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией. Начальник управления здравоохранения администрации Ирма Вуба проинформировал, что по данным СЭС на 29 июня с начала пандемии в Сухуме и Сухумском районе ковидом заболели 6373 человека. В данное время болеют 670 человек, 83 из которых дети. Они начали часто болеть. В настоящее время в Сухумской инфекционной больнице находятся дети с поражением легких. Главврач инфекционной больницы Астамур Гуния рассказал, что больница переполнена ковид-больными, но врачи справляются с ситуацией. Больные получают необходимое лечение. В больнице вновь образовались очереди на сдачу ПЦР-теста. Ситуация, конечно, тяжелая, но справляемся вроде бы. Единственное, вот по ПЦР у нас опять очередь стала образовываться, уже на 2 дня запись у нас идет как минимум на сегодняшний день. То есть сегодня-завтра, послезавтра уже забор. Потому что нас ограничили 60 пациентами в день, больше они не справляются. На сегодняшний день к 12 ночи только они уходят с работы и скидывают нам ответы допоздна. Это один и тот же коллектив, одни и те же люди все это время. Мэра также проинформировали о том, как проходит вакцинация. Ирма Вуба отметила, что очень много людей хотят вакцинироваться. На вакцинацию записываются организациями. Главврач Сухумской первой городской поликлиники Лиана Ампар рассказала, что у них очередь расписана до конца месяца. Беслан Эшба отметил, что в связи с ростом количества желающих вакцинироваться надо будет решить вопрос об открытии дополнительного пункта для вакцинации от COVID-19. В настоящий момент вакцинация проводится в подведомственных городу 3 медучреждениях – Сухумской городской больнице, городской поликлинике и Синопской поликлинике. В городской клинической больнице в настоящее время работают только кардиологическое и неврологическое отделение. 4 отделения закрыты. Это терапия, хирургия, урология и реанимация. Врачи дежурят в инфекционной больнице в Гудаутском ковид-госпитале. По словам главврача больницы Вячеслава Абухба, недавно открытый обсервационный блок помогает в работе больницы. Создает комфорт, уверенность в работе этих отделений. Потом сутки-двое мы держим максимально, потом смотрим туда или сюда. Так что очень оправданно. Главврач Сухумской скорой помощи Аслан Джупу проинформировал, что по городу работают 4 кареты скорой помощи. Они обслуживают и ковид-больных. 3 сотрудников скорой помощи в данное время сами болеют ковидом. Беслан Эшба призвал всех соблюдать меры предосторожности. Он поблагодарил медиков за труд, призвал докладывать о возникающих ситуациях, чтобы экстренно решать проблемы. Мадина Абганба, пресс-служба администрации города Сухум. Состоялось расширенное заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, руководство Черноморэнерго, представители МВД и СГБ. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетики страны. Расширенную версию встречи смотрите в нашей программе сегодня. С 1 января 2022 года в Абхазии вводится в действие положение Конституционного закона о судебной власти в части автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции, за исключением применения аудио- или видеозаписывающих технических средств фиксации судебных заседаний. Дату определил парламент, принявший постановление о порядке и сроках вступления в силу положения закона о судебной власти в части автоматизированной судебной
судебно-информационной системы. А уже с 1 июля 2022 года вводится в действие положение закона о судебной власти в части автоматизированной судебно-информационной системы в арбитражном и конституционном судах республики, применение аудио- и видеозаписывающих технических средств фиксации судебных заседаний в судах общей юрисдикции. Ранее по ряду причин, в том числе и финансовых, внедрение автоматизированной судебно-информационной системы неоднократно откладывалось. Сухумский городской суд под председательством судьи Ливарсы Багателия избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения судом города Сухум под председательством судьи Миланы Джинджоли избрана в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квикискири. В отношении Аргун и Квикискири органам предварительного следствия и спрашивалась мера пресечения в виде заключения под стражу. Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квикискири подозреваются в совершении хищения в особо крупном размере химиогормональных препаратов, предназначенных в соответствии с государственной программой для онкологических больных. Подозреваемая Нелли Лагвилава, заведующая дневным стационаром, вызванная на допрос для дачи показаний в следственные органы, не явилась, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Аргун и Квикискири избрана сроком на 2 месяца. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с коллективом Национального онкологического диспансера. Он проверил, как работает медучреждение в отсутствие главного врача диспансера и поинтересовался, возникли ли проблемы административного характера. Напомним, что 28 июня было возбуждено уголовное дело в отношении главврача онкоцентра Льва Аргун и сотрудников центра. Министр подчеркнул, что ни один пациент не должен остаться без внимания из-за внутренних административных проблем. Со своей стороны медики отметили, что работа медучреждения, безусловно, будет продолжена, а пациентам будет оказываться вся необходимая помощь. МВД Абхазии совместно с сотрудниками территориальных подразделений, органов внутренних дел и представителями Департамента по энергонадзору госстандарта проводит ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению майнинг-ферм по всей республике. Об этом в материале пресс-службы МВД. Сотрудниками МВД Республики Абхазия проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению майнинговых ферм на территории республики, в результате которых с 15 по 30 июня обнаружены 6 майнинг-объектов. В частности, сотрудниками ОВД по Ачимчирскому району совместно с представителями Департамента по энергонадзору госстандарта Республики Абхазия в результате реализации оперативной информации в лесном массиве села Пакуаш Ачимчирского района была обнаружена ферма из 3 контейнеров и 2 трансформаторов с майнинг-устройствами в количестве 220 единиц, которая готовилась к запуску. В настоящее время оборудование демонтировано владельцем фермы. При проведении профмероприятий по контролю за ранее отключенными объектами в Куарчалском районе сотрудниками РОВД еще не демонтированы на момент проверки майнинг-фермы отключены от электросети. В подвальном помещении жилого дома в селе Мачара Гулырыбского района сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики совместно с представителями Департамента по энергонадзору госстандарта Республики обнаружена действующая майнинг-ферма. Устройство по добыче криптовалют, расположенное в сооруженных стойках, оборудовано дополнительной шумоизоляцией. В отношении владельцев составлен административный протокол по части 2 статьи 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. Общая мощность потребления подключенных аппаратов составила 65 киловатт. Аппараты в количестве 45 единиц изъяты и помещены на ответственное хранение в специализированный склад. Также были изъяты криптоустройства, обнаруженные в ходе проведения рейдовых мероприятий в городе Пицунда Гагарского района. Незаконно действующие аппараты были размещены на территории птицефабрики. Действие одного объекта ранее приостанавливалось. Майнинг-ферма на 159 аппаратов выявлена сотрудниками УВД по Гагарскому району совместно с представителями госстандарта Республики Абхазия в поселке Цандрипш. Мощность функционирующих 40 аппаратов составила 85,1 киловатт. Владелец привлечен к административной
государственной ответственности. 2 административных протокола составлены в отношении жителей столицы, которые незаконно занимались добычей криптовалют. Обесточены 14 майнинг-аппаратов общей мощностью 20 киловатт. Напоминаем, что в МВД действует горячая линия. Всем, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться по следующим телефонным номерам. Очередное оперативное совещание в ходе расследования уголовного дела по факту убийства Кемала Ардзинба состоялось в Генеральной прокуратуре республики. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В совещании приняли участие руководство и члены следственной группы прокуратуры города Сухум, оперативных сотрудников службы государственной безопасности и управления внутренних дел по городу Сухум. По итогам были определены направления дальнейшей работы, даны конкретные поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу. В Женеве состоялся 53-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Основное внимание было уделено обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Однако грузинская сторона вновь заблокировала продвижение этого ключевого вопроса. Об этом после переговоров сообщил заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тушба. Буквально несколько минут назад закончился очередной 53-й раунд международных женевских дискуссий. В ходе этого раунда абхазская сторона, как и прежде, особое внимание уделила вопросу согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении вооруженной силы. К сожалению, в результате долгих прений сторон нам в очередной раз не удалось согласовать текст совместного устного заявления в результате крайне деструктивной позиции грузинских участников. Еще один немаловажный вопрос, который абхазская сторона регулярно поднимает в ходе женевских дискуссий, связан с непрекращающимся процессом наращивания военного потенциала Грузии, который происходит при прямой поддержке Соединенных Штатов и поддержке стран НАТО. Эти процессы вызывают у нас самое серьезное беспокойство и озабоченность, о чем мы регулярно говорим и призываем сопредседателей и американских коллег прекратить попытки нагнетания ситуации в регионе. Еще один важный аспект работы женевских дискуссий касался проблематики беженцев. Вы знаете, что абхазская, юго-осетинская и российские делегации не обсуждают этот вопрос по принципиальным соображениям в связи с тем, что Грузия регулярно выносит на голосование на Генассамблее ООН так называемую резолюцию о беженцах. Буквально незадолго до нашего раунда, 17 июня, была вынесена очередная резолюция по беженцам, где, естественно, мнение абхазской и юго-осетинской сторон никак не прозвучало. В связи с этим мы с коллегами отказываемся обсуждать этот вопрос до тех пор, пока представителям Абхазии и Южной Осетии не будет предоставлено право озвучить свои позиции на Генассамблее ООН по данному вопросу. По нашему мнению, просто не существует предмета разговора относительно проблематики беженцев в контексте событий 2008 года. Дело в том, что нынешний женевский формат, женевские международные дискуссии предполагают обсуждение исключительно событий 2008 года и их последствий. Соответственно, мы считаем, что в результате этих событий в Абхазии не было зафиксировано беженцев. Поэтому мы призвали сопредседателей к тому, чтобы снять вопрос беженцев с повестки дня. Следующий раунд женевских дискуссий, уже 54-й по счету, состоится 12-13 октября. Распоряжением президента республики Аслана Бжания Гвинджия Максим Харитонович назначен помощником президента Абхазии по международным делам.
В Министерстве обороны Республики Абхазия подведены итоги подготовки вооруженных сил за июнь. В мероприятии, проходившем под руководством министра обороны Владимира Ануа, приняли участие его заместители, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей, начальник Центрального военного госпиталя, военные комиссары городов и районов республики. Были заслушаны доклады о выполнении мероприятий боевой и мобилизационной подготовки, а также готовности к выполнению поставленных задач. Тренировки по мерам. Летний период обучения начался с 1 июня, как запланировано было. Комиссии в составе под руководством заместителей министра обороны, начальника управления 30 мая выехали в воинские части. Была проверена документация, готовность учебно-материальной базы в воинских частях для выполнения мероприятий, запланированных на лето. 1 июня организованно занятия начались во всех воинских частях. Были проведены занятия по изучению требований безопасности, по медицинской подготовке. В плановом порядке были проведены мероприятия по боевой готовности, действия расчетов по сигналу. В этом месте было проведено 2 сбора. Сборы это с фельдшерами и с аккумуляторщиками. В плановом порядке во всех воинских частях была проведена подготовка водителей и водителей-механиков. Это 17 июля. Под руководством начальника артиллерии было проведено 6 занятий. Это с офицерскими расчетами и артиллерийскими подразделениями воинских частей. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия довел до присутствующих задачи за июль месяц. После постановки задач министр обороны Владимир Ануа поздравил молодых офицеров, окончивших на отлично высшие военно-учебные заведения Российской Федерации, и пожелал им дальнейших успехов на благо республики. Успехи выпускников были отмечены медалями и грамотами Министерства обороны. Призвана обеспечить прозрачность денежных операций и целевое эффективное использование бюджетных средств. 1 июля исполнилось 5 лет со дня создания Управления казначейства, структурного подразделения Министерства финансов Республики. За эти годы управление набралось опыта и пополнилось молодыми кадрами, что вселяет большие надежды. Наша съемочная группа пообщалась с сотрудниками казначейства и ознакомилась со спецификой работы. Репортаж Эсмы Гуладзе. 5 лет назад в Абхазии начала функционировать казначейская система исполнения бюджета. Это событие стало важным шагом в создании современной финансовой системы. Проект оказался непростым в реализации. Нужно было менять законодательство и осваивать новые технологии. Цель казначейства – обеспечить прозрачность денежных операций и целевое эффективное использование бюджетных средств. На сегодняшний день в управлении казначейства обслуживаются 422 бюджетные организации. Для их обслуживания открыто более 900 лицевых счетов. Это бюджетополучатели и республиканского уровня, и местных уровней, и государственных небюджетных фондов. Ежедневно в казначейской системе проходит несколько тысяч операций. Операции связаны с выплатами, поступлениями, возвратами, уточнениями, доведением бюджетных данных, переброской бюджетных данных. Естественно, это очень большой объем информации. Мы сегодня можем говорить о том, что в онлайн-режиме можем наблюдать и контролировать движение всех бюджетных средств. Структура управления состоит из центрального аппарата и территориальных отделений. Отдел расходов и кассового обслуживания и исполнения бюджетов самый большой по количеству сотрудников. Именно здесь ведется контроль за расходованием денежных средств. В этом году у отдела расходов и кассового обслуживания и исполнения бюджетов значительно увеличились функции и задачи от кассового обслуживания и исполнения бюджетов всех уровней, ведения лицевых счетов, учета операций на соответствующих лицевых счетах, до казначейского сопровождения и учета денежных и бюджетных обязательств средств республиканского бюджета. Коллектив управления успешно справляется с поставленными задачами. Штат казначейства составляет 45 человек. В числе сотрудников в основном молодые специалисты, выпускники Абхазского государственного университета и российских вузов. По их словам, работа непростая и требует максимальной отдачи и концентрации.
Именно в этом отделе я работаю на протяжении 3 месяцев. А всего в казначействе я уже работаю 3 года. Здесь наша программа основная, по которой мы осуществляем взаимодействие с нашими бюджетополучателями. То есть они присылают нам платежные документы, и мы производим контроль над правильностью их оформления. Вообще все взаимодействие, оно происходит онлайн, да? Да, у нас технологически есть все возможности для того, чтобы взаимодействовать с минимальным количеством бумаги. Мы с утра, соответственно, с 9 часов здесь, и не могу сказать, что в 6 часов мы заканчиваем работу, так как у нас большой, как я сказал изначально, объем, соответственно, задерживаемся, обрабатываем выписки для наших бюджетополучателей, для того, чтобы у нас не было никаких проблем с передачей той информации, которую мы здесь аккумулируем. За 5 лет управлением казначейства проделана немалая работа по насыщению его новыми механизмами и полномочиями. Все эти меры призваны повысить финансовую дисциплину и усилить контроль государства над бюджетными средствами. Этот год юбилейный для нас особенно насыщен подобного рода мероприятиями. В этом году нам уже удалось внедрить механизм учета бюджетных и денежных обязательств. В ближайшее время, это буквально несколько недель, планируется ввести еще один новый инструмент под названием казначейское сопровождение, который предполагает, что в казначействе обслуживаться будут не только участники бюджетного процесса, но и юридические лица, которые получают суммы по государственным контрактам в рамках инвестиционных программ. По словам Саида Губас, казначейство готово к решению новых задач, нацеленных на повышение финансовой дисциплины. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия Владимир Делба поздравил коллег с Днем образования казначейской системы исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия. Управление казначейства Абхазии, несмотря на еще недостаточно зрелый возраст, крепко стоит на ногах и совершенствует все направления своей деятельности. В поступательном развитии нам активно помогают коллеги из Федерального казначейства России, и эту помощь трудно переоценить. Процесс развития казначейской системы в Республике Абхазия по-прежнему остается одним из приоритетных направлений государственной бюджетной политики. Слаженная работа, современные технологии казначейской системы вселяют уверенность, что задачи, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, прозрачности бюджетного процесса, будут решены и послужат укреплению всей финансовой системы нашей страны, отметил в частности Владимир Делба в своем поздравлении. 1 июля свой день рождения отмечает Семен Вячеславович Григорьев, первый чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия. Этот пост он занимал 10 лет, с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года. Во время службы Семена Григорьева российско-абхазские отношения начали развиваться динамично. В Абхазии очень ценят деятельность Григорьева за большой личный вклад в развитие межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, укрепление мира и безопасности. Он был награжден орденом чести и слава 1 и 2 степени. Семен Григорьев является почетным профессором Абхазского государственного университета. Как признавался Григорьев в одном из интервью, в Абхазии он не чувствовал себя чужим. И в самом деле Семен Вячеславович в нашей стране стал своим в самом теплом значении этого слова. Видя его искреннее отношение к Абхазии, наш народ ответил ему тем же. Завершая свою дипломатическую службу в республике, Семен Вячеславович сказал: «Абхазия для меня навсегда останется местом, где я оставляю частицу своего сердца». В нашей стране у Григорьева много друзей, которые, несомненно, поздравят его с днем рождения. К этим поздравлениям присоединяемся и мы. Желаем вам, Семен Вячеславович, крепкого здоровья и кавказского долголетия. И приезжайте к нам почаще.
Продолжаем выпуск. Сотни кафе, ресторанов, закусочных и отелей республики в летний сезон в основном нацелены на обслуживание туристов. Есть ли нарекания в их адрес? Соблюдаются ли санитарные нормы в связи с пандемией в том числе? Сотрудники Министерства туризма совместно с СЭС проводят инспекции на туробъектах и в местах общественного питания. Начали с объектов на столичной набережной. За инспекцией наблюдала и наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхели. Переложите, пожалуйста, мороженое в этот холодильник. Нельзя хранить молочку и мясные изделия вместе, пожалуйста. Позаботьтесь об этом. Также овощи не должны быть так стоять. У вас должны быть поддоны на кухне. Все мусорные баки должны быть закрыты. Ни одна посуда не должна так храниться. Пожалуйста, закрывайте всю посуду. Старайтесь не использовать полиэтилен, старайтесь использовать текстиль. Неожиданный визит сотрудников Министерства туризма и СЭС, конечно же, удивил владельцев и работников кафе на набережной Афалина. Несмотря на рекомендации и замечания, здесь к курортному сезону готовы. Антисептик на месте. Столы и стулья регулярно обрабатываются. Заглянули на кухню. Все, одноразовая посуда, да, у вас? Да. Нет, не одноразовые, такие есть. Нет, одноразовую посуду мы сейчас пользуемся, потому что это у нас было, как бы мы все сюда завозили, эту посуду. Мы же не можем куда спрятать. А вот мы используем какую-то... Вот это мне нравится, что у вас закрытое место. Да, одноразовые посудные. Товарное соседство в холодильниках общепита, магазинах, кафе, ресторанах – важный принцип хранения продуктов. Также продукты нуждаются в маркировке и правильном расположении на кухне. Однако не во всех кафе эти предписания учитываются. Вы не имеете права хранить так и нарушать товарное соседство. Мороженое, рыба, мясные изделия не могут сохранить в одной морозилке. Еще у вас там лежит фри. Сколько я поняла, картошка фри даже? Да, это картошка. Пожалуйста, распределите. Да, распределите, да. Открытый или там отдельно. Ну, приятно, что все заупаковано. Оставлять еду неприкрытой, а еще хуже держать в ней ложки не допускается. Такое нарушение было в кафе «Эльбрус». Так нельзя хранить. Особенно торт, пожалуйста. Вы должны накрыть чем-нибудь, желательно текстилем. Так открыто еду хранить нельзя. К сожалению, так нельзя делать. Наш визит носит предупредительный характер. Потом вас будут штрафовать. Несмотря на одно нарушение на кухне, в кафе «Эльбрус» как на веранде, так и внутри соблюдаются все санитарные нормы. Направились мы в кафе «Сан-Мар», и здесь выполняются все рекомендации, которые предписаны в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Однако незначительные нарушения сотрудники СЭС все же заметили. На видном месте стояли чистые стаканы, которые не были накрыты. Далее мы заглянули еще в одно кафе на набережной «Гранат». Здесь были лишь положительные отзывы посетителей. Нам очень нравится кафе «Гранат». Есть чем сравнить. Уже больше недели, как мы в Сухум. Право выбора есть у каждого. Нам здесь нравится прежде всего, в период пандемии, это то, что соблюдение всех санитарных норм. Всегда все убрано и чисто. Чистые тарелки и посуда. Значит, обязательно есть дезинфицирующие средства для рук. Видела то, как дезинфицируют, соответственно, столы после клиентов. Есть освежающие салфетки. Дальше предлагают даже маски, хотя мы и на улице. Но это вполне нормально в наше время. Еще одно кафе на набережной получило хорошую оценку от сотрудников Министерства туризма и СЭС. Канализационные стоки идут просто септик. Оттуда уже не на море, а выгребают, выносится. Есть своя раздевалка, пляж оборудован. Есть мусорники, есть зонтики, шезлонги. Состояние пляжа удовлетворительное. Внутри тоже очень хорошо, потому что все одноразовые посуды, они ничего не готовят, только продают, реализуют соки, напитки, чай, кофе в одноразовых посудах. Наш приход был неожиданным и для сотрудников ресторана «Дэм». Однако здесь антисептик на месте, обслуживающий персонал в масках. Мнение о том, что «Дэм» входит в число ресторанов с самой чистой кухней в столице, нам, к счастью, опровергнуть не удалось. Напротив, мы сами в этом убедились. Это один из лучших объектов нашего города. Вы сами видите, как все работают, все в своих формах, все моющие средства, дезсредства, все всегда обеспечено.
разделочные цеха, новейшее оборудование, все гигиеническим покрытием. Объект готово. Заглянули проверяющие и в отель. Посетить номера не удалось, так как все они были заняты. На ресепшене антисептик, администратор была в маске, однако без медицинской справки. Но при входе в отель посетителям не измеряют температуру. Мы обязаны в всех гостиницах измерить и потом заселять в номерах. Если есть температура, значит у нас один номер числится как изолятор. Данная инспекция носила предупредительный характер. Были сделаны устные замечания. Штрафы выписаны не были. В основном все объекты подготовленные, проведение подготовительной работы. У всех почти проведены косметические ремонты, обновлена мебелировка, обновлена постельные принадлежности в номерах, в санузлах ремонтные работы проведено и общественное питание в этих объектах. Во многих торговых точках на набережной соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы. Например, эти молодые ребята, работая на открытом воздухе, могут не носить маски. Однако во избежание заражения COVID-19 они соблюдают все рекомендации СЭС. Подобные инспекции будут проходить на протяжении всего летнего курортного сезона во всех районах страны. Сария Кварацхеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение. Депутаты Сухумского городского собрания рассмотрели письмо главы администрации Сухума Беслана Эшба. Единогласно проголосовали за установление мемориальной доски на фасаде дома, где жили видные абхазские ученые, филолог, первый доктор наук среди абхазских женщин, профессор, академик Академии наук Абхазии, лауреат премии имени Гуля и Дзидзария, заслуженный деятель наук Абхазии Лидия Платоновна Чкадуа и известный абхазский писатель, член Союза писателей СССР, общественный деятель Платон Семенович Чкадуа. Дом расположен по улице Айтгылара, 32. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, в пятницу 2 июля в Абхазии ночью туман, днем небольшая облачность, удушливо жаркая погода. Ожидается высокий опасный уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 27-32, температура морской воды плюс 24. Уважаемые телезрители, наш эфир продолжит передача «Азанат», после которой смотрите рубрику «Амши Кушара Яцу» о встрече в парламенте. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.